Сегодня завершатся первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Во сколько можно будет увидеть торжественную церемонию на местных телеканалах. Пенсионный фонд России планирует установить новые ограничения для обналичивания мат-капитала, что стало причиной этому решению. Третий республиканский турнир по волейболу стартовал в Ленске. Кто стал участником спортивной встречи? В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Эстафета дружбы. На международных играх «Дети Азии» на Сахалине завершились необычные соревнования по биатлону среди девушек. Изюминка забега в составе команд, которые формируются двумя участниками из разных сборных. Всего приняли участие 15 команд. Они прошли дистанцию в 4,5 километра. Золото получила команда, в состав которой входят представители Уральского федерального округа и Дальнего Востока. На втором месте Сахалин и Сибирский федеральный округ. С отставанием на 16 секунд и 0,7 финишировали и завоевали бронзовые медали спортсмены из Якутии и Сахалина. Отметим, что Якутию представила воспитанница Алданской школы лыжница Роксана Хабытина и принесла бронзу в копилку якутской команды. Отметим, что Роксана Хабытина биатлоном занимается всего 2,5 месяца. Сегодня завершатся первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». В 17 часов телеканалы «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт» покажут прямую трансляцию церемонии закрытия, которая будет проходить на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске. Также сегодня, в заключительный день турнира, будут разыграны медали в 3 видах спорта. К другим темам. На Якутию надвигается пурга. По данным Центра мониторинга и прогнозирования, в ближайшие дни на большей части территории Якутии ожидается небольшой снег. Порывистый ветер достигнет в Ленском, Мирнинском, Алекнинском районах до 17-22 метров в секунду. В Алданском, Нерюнгринском районах до 13-18 метров в секунду. В связи с этим служба спасения Якутии предупреждает, в результате прогнозируемых порывов ветра усиливается вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения, связи, обрыв, перехлёст проводов, падение опор. Также существует вероятность роста ДТП, причинами чего могут быть снежные заносы, снежный накат, метель, гололедные явления, а также затруднения работы аэропортов. Автоводителям и пешеходам рекомендуется быть внимательнее на дороге. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность изменения системы субсидирования регионов. Бизнесу нужна предсказуемость, чтобы эффективнее планировать работу, инвестировать и расширять мощности. Для этого нужно долгосрочное финансирование от заказчиков, которыми выступают региональные и муниципальные власти. Причем это не на год, конечно, а на такой срок выдаются субсидии из федерального бюджета. Затем требуется их переподтверждать, что усложняет работу регионам и бизнесу, сообщил Медведев. Кроме того, по его словам, при распределении финансирования нужно учитывать специфику региона. Он напомнил, что в России высокий уровень софинансирования региональных проектов со стороны федерального центра, который в ряде случаев доходит до 99%. Пенсионный фонд России установит новые ограничения для обналичивания мат-капитала. У ФФР есть определенное предложение по этой связи. По словам главы Пенсионного фонда России, в основном это связано с непростыми юридическими схемами, которые мы изучаем, и мы обратились в Минтруд, чтобы нам дали дополнительные возможности и нам предоставляли ряд дополнительных документов об использовании мат-капитала. Что средства действительно переведены на счет застройщика. Есть случаи, когда отказываются от контракта, а мы об этом не знаем. Кроме того, есть институты, которые имеют право давать кредит, кооперативы и иные организации, но Центральный банк их не контролирует. Правительство продлило действие госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса до 2027 года. Соответствующее постановление Кабмина вступает в силу 16 февраля. Ранее программа была рассчитана до 2020 года. Начиная с этого года на реализацию мероприятий госпрограммы планируется направить 75 миллиардов рублей. С 2021 года на финансирование мероприятий программы будет ежегодно выделяться по 8 миллиардов 637 миллионов рублей. Через 8 лет планируется увеличить конкурентоспособность продукции российского оборонно-промышленного комплекса почти в 2 раза по сравнению с 2015 годом. Доля инновационной продукции в общем объеме произведенной должна увеличиться почти до 40% к 2027 году.
В Якутии стартует второй этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Ожидается, что, например, в Алданском районе до 2025 года новоселье отметят порядка 8 тысяч семей. На муниципальном уровне документы готовы. В ближайшее время они будут рассмотрены и утверждены Министерством строительства республики. По данным, по количеству ветхого и аварийного жилья в России лидирует Якутия, а в самой республике лидером является Алданский район. 19 по 24 предусмотрено 11% всех средств России на нашу республику. Поэтому программа масштабная, и одним из самых крупных районов, которые в эту программу входят, это Алданский район. То есть здесь, по сути, город Алдан придется на больше, чем наполовину, в общем-то, перестраивать заново. В Мирном состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Юнармейцы военно-патриотических клубов города поздравили почетных гостей. Клуб бардовской песни «Зеленая карета» исполнил музыкальные номера. Глава района Ришат Юзмухаметов и Юрий Чуба, военный комиссариат Мирнинского района, вручили юбилейные медали 16 ветеранам-афганцам. За заслуги в военно-патриотическом воспитании медалью «Александр Невский» были награждены 10 почетных граждан. Также у памятника воинам-интернационалистам и участникам боевых действий прошла городская акция «Память священна». Я проходил учебку в гарнизоне «Веселой». Это в Крыму, сейчас данный Крым. Гарнизон «Веселый». Там морская пехота стояла. Нас подняли в 3 часа ночи через Керченский пролив на Баку, с Баку на Красноводск, с Красноводска на Ташкент. И уже только в Ташкенте в самолете мы уже узнали, что мы летим в Афганистан. Кто прошел войну, в памяти навсегда останется, конечно. В этот день я, конечно, вспоминаю друзей своих, кто погиб. Участники боевых действий, матери и вдовы погибших, представители власти, студенты и школьники вспоминают военнослужащих, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом. С участниками афганской войны в Нерюнгри встретилась наш корреспондент Екатерина Павлова. Россияне, исполнявшие служебный долг за пределами Отечества, в этот день снова вспоминают страшные военные конфликты, оставившие неизгладимый след в их сердцах. Анатолий Гежа, 1965 года рождения, после прохождения срочной службы и школы прапорщика попал в Афганистан. Провинция Баглан, город Палихумри, точка, тропосфера. Чужая страна, совершенно другой климат, клубы пыли и мух. По колени в пыли идешь, ее не замечаешь. И мухи, естественно, там... Удивительная природа такая была, замечательная, конечно. Сегодня Анатолий, начальник поисково-спасательного отряда в Нерюнгринском районе, состоит во Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», где вместе с остальными оказывают помощь участникам боевых действий, организовывают тематические мероприятия и занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. По прошествии 30 лет сгладились эти все трудности, остается такое хорошее впечатление. Я говорю, у меня двоякое отношение к этой войне. Спрашивают иногда, повторил бы, если жизнь отмотать назад. Я говорю, наверное, повторил бы. Просто, наверное, лучше уже с современным моим понятием, жизненным опытом, наверное, все-таки еще лучше выполнял бы ту поставленную задачу, которая перед нами стояла. А так, у меня нет сожаления о том, что я участвовал в этой войне непосредственно. Я выполнял приказ Родины, горжусь этим. Накануне 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Музее истории освоения Южной Якутии открылась потрясающая по своей трагичности выставка, где можно увидеть образцы советского оружия и военной формы, личные вещи, наградные документы тех, кто в годы войны стоял насмерть в горах Афганистана за мир всего мира. Фотографии из личных фондов наших нерюнгринцев, ожившие картины. Воины-интернационалисты, отдававшие свой долг за пределами нашей страны, приняли однажды эстафету от своих дедов и прадедов, защищавших границы Родины в годы Великой Отечественной войны. И поэтому преемственность поколений русских воинов не может и не должна обрываться. Наш праздник. Мы выжили, мы защищали нашу Родину, служили честью и правдой. В 30-летнюю годовщину вывода советских войск из Афганистана нерюнгринцы встретились у памятника погибшим воинам-интернационалистам. В торжественном возложении цветов и митинге приняли участие ветераны, исполнявшие служебный долг за пределами Отечества, власти и жители района. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.
Во время визита в сочинский спортивный центр Владимир Путин обсудил со спортсменами предстоящий Кубок мира по вольной борьбе, который пройдет в Якутске. Глава государства отметил, что выступать на международных соревнованиях – это большой труд и ответственность. Миллионы зрителей наблюдают за спортсменами и надеются на их победы, а те, в свою очередь, полностью отдают себя спорту. Кубок мира по вольной борьбе 2019 после 8-летнего перерыва пройдет в России по предложению главы Якутии Айсена Николаева. У нас знаменательное событие. Мы в Якутии проводим сейчас Кубок мира. Международная федерация решила не делегировать Соединенные Штаты Америки за тоталитарное отношение за предвзятость к людям, которые хотят пересекать границы Соединенных Штатов, то есть за то, что визы они будут проводиться у нас. Ну, может быть, они изменят визовую политику? Я надеюсь, да. И чемпионат вернется. И поэтому взяла Якутия. Это, значит, приезжают у нас 2 команды Соединенных Штатов Америки. Вот мы... Ну, в Якутии надежнее, чем в Соединенных Штатах. Конечно. В Ленске стартовал 3-й республиканский турнир по волейболу памяти первого главы Ленского района Владимира Ягнышева. География турнира в этом году расширена. Участники соревнования приехали практически со всей республики. Наши коллеги расскажут далее. 23-й республиканский турнир собрал на Ленской земле 6 команд. География игр в этом году значительно расширилась. Ленск, Мирный, Удачный и Айхал – постоянные участники турнира. А вот Мегино-Кангаласский, Намский Улус и город Алекминск приезжают не так часто, как хотелось бы самим спортсменам. Виной тому большие затраты. В этом году, благодаря спонсорам турнира, им это удалось. В этом году мы решили начать возрождение статуса турнира. И администрация Ленского района, спортивный комитет, управление Алмаз-Докторнас, ЛПТС пошли навстречу нам в плане, мы размещаем и питаем команды за свой счет. Со вчерашнего дня проходят игры предварительного турнира. Первыми играли Намский и Мегино-Кангаласский Улус. Победу одержали намские волейболисты. В игре команд Мирного и Айхала со счетом 3-2 победили миряне. Ленск в турнире представляют 2 команды – сборная города и компании «Транснефть Восток». Настрой очень серьезный. Мы 3-й раз участвуем в этих соревнованиях имени первого главы Владимира Михайловича Ягнышева. Позапрошлом году мы были 3-й, в прошлом году 1-й. Вот сейчас 3-й раз участвуем в этих соревнованиях. У нас завтра улетают 2 игрока в Москву, у них там тоже турнир по волейболу. У нас маленько ослабится команда. Но все равно, думаю, в призах мы будем. Надеемся на это. С уверенностью, что попадут в призовую тройку, приехали и волейболисты из города Удачный. Участвуют удачницы в турнире уже 6-й раз. И, как признаются, всегда с большим удовольствием. Всегда ехали с удовольствием к вам на соревнования, но этот год уровень еще вырос. Судьи серьезные стали, опять же, организация стала намного выше. После предварительных игр состоялось торжественное открытие турнира. Поздравить спортсменов пришли заместитель главы района, председатель комитета по физической культуре и спорту, а также представитель Федерации волейбола. Все они пожелали спортсменам удачи и хорошей игры. Всем участникам желаю бескомпромиссной борьбы, удачи, успеха, чтобы обошлось без травм. И подарите нам хорошие игры, подарите всем нам праздник. Спасибо. Соревнования будут проходить в течение 4 дней. Команды поборются за звание лучшего. Но, как и положено, победит сильнейший. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Это были новости в прямом эфире. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.